На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как две бездомные собаки преследуют 15-летнюю девочку. Как выяснилось, все произошло возле ЖД вокзала. Собака вцепилась в ногу подростка. Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи обработали рану, пострадавшую отвезли в травмпункт. Она все кусает, она в прошлом году кусала. Пришла за ногу, хапнула, и все. Вот и все. Мы ее прогнали. Отловом бездомных животных в Набережных Челнах занимается Горкомунхоз. Сейчас по факту нападения проверку начала транспортная прокуратура. Она выясняет, были ли обращения к подрядчику с территории вокзала, какие меры предприняты. Девушка была госпитализирована в Камский детский медицинский центр. По данному факту Камская транспортная прокуратура проводится проверка. Зачастую именно дети страдают от нападений бродячих собак. Причем порой сами провоцируют агрессию у животных, не думая о последствиях. Так случилось в Нижнекамске. Дети бросают камни в пса, испытывая терпение собаки. Видео выложила женщина, ставшая свидетелем сомнительного развлечения. Кадры мы показали кинологам. Если бы дети начали донимать собаку в месте ее проживания или в месте ее кормления, то собака могла бы проявить уже агрессию, защищая себя или тот ресурс, ради которого она там находилась. «Прошу, объясните своим детям, что животных не нужно обижать», подписала автор видео. Объяснить стоит и то, как правильно вести себя при встрече с бездомными собаками. Если собаки лают на вас, бросаются как-то, и уже нет возможности обойти, уйти, то можно сделать движение, как будто вы поднимаете что-то с земли, более резкое движение, и замахнуться. 90% бродячих собак разбегутся, убегут, потому что они знают этот жест. Если у вас есть какой-то длинный предмет в виде зонтика, да, что-то, что вы можете выставить между вами и собакой, тогда собака будет воспринимать этот предмет как продолжение вас и будет свою агрессию перенаправлять в него. Закрыть лицо, горло и живот, чтобы не пострадали внутренние органы. В конце апреля это спасло 11-летнего мальчика, на которого свора собак напала в Осиново. Он поступил в больницу с множественными рваными ранами спины, но выжил. Когда хищник нападает, то что живот распороть, самое главное для него, ну да, это мы обсуждали. Канал Discovery смотрели, он же притворился мертвым, получается, он сказал, я притих, и они отстали. Сын сейчас хорошо, органы все живы, все целые, лечим раны, затягиваются раны. Только в ДРКБ за май 60 обращений с укусами собак. Проблема бездомных животных в этом году стала особенно острой. Полностью решить ее задача муниципалитетов, но пока заботиться о безопасности собственных детей придется в первую очередь родителям. Лина Знатольна, Алмаз Заединов, Валерий Новожилова, Айдар Мусин, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.